Масштабная проблема с канализацией, о которой годами говорили жители новых микрорайонов Сунджи, сегодня оказалась в центре внимания правительства республики. Сюда с проверкой выехал вице-премьер и профильные министры, чтобы лично выяснить, куда же уходят стоки из сотен квартир школы и детского сада. Администрация не принимала на баланс. То есть принять для живой. Я уже не говорю про бумаги. Понимаешь? Этого нет. Если центральной канализации здесь нет, то куда все девается? Как выяснилось, застройщик, возводивший эти дома, несколько лет назад самовольно построил собственные очистные сооружения на бесхозной земле. И к этой кустарной системе позже были подключены и социальные объекты, а именно местная школа и детский сад. С 2019 года мы, как единый заказчик в сфере строительства и реконструкции объектов, по указанию главы Республики Ингушетия, мы не ввели ни один объект без очистных сооружений, без локальных очистных сооружений. Ну, само собой, если в городе есть городская канализационная сеть, мы свои объекты подключаем к городской сети, коллектору, либо же там, где городская сеть отсутствует, мы предусматриваем в проектной документации и уже вводим в эксплуатацию с работающими очистными сооружениями локальными. Но здесь ситуация другая. Здесь построили, допустим, в 2015 году школу построили по линии там средств, выделенных из ООО «НК Роснефть». Школа на 540 мест в городе Сунджа. И также по линии ООО «НК Роснефть» построили детский садик на 220 мест уже в 2016 году. Там у них почему-то предусмотрены не локальные очистные сооружения, а выгребные ямы. Именно с приходом Махмуда Али Кариматова была поставлена точка в этой практике. Теперь все новые социальные объекты в Ингушетии возводятся исключительно собственными очистными сооружениями. Сегодня же эти бесхозные левые очистные уже не работают. Они физически изношены, не справляются с нагрузкой и, что главное, являются бесхозными. Их нет ни на балансе ни у города, ни у единого оператора водоотведения и водоснабжения, и не у Министерства имущества. Их просто некому обслуживать, что создавало прямую угрозу экологии и здоровью людей. Ситуацию взяли на контроль. Заместитель председателя правительства Микаил Балахоев провел переговоры с подрядными организациями и достиг договоренности о немедленном решении проблемы. Мы сейчас договорились с подрядчиками, которые строят здесь на инвестплощадке свои многоквартирные дома. Он взял на себя обязательство в ближайшее время, в понедельник вызывает специалистов, полностью приводит в порядок существующий на эти дома очистные сооружения, полностью актом ввода и выходом сточных вод, подтверждением санэпиднадзором, заключением передаст балансодержателя. Это на сегодняшний день балансодержатель у нас единый оператор. До конца будущего года новый коллектор уже будет здесь работать. А до того мы в этот день наладим, полностью все сделаем и запустим их. Буквально недели-две мы и вот это все запустим. Таким образом, проблема, годами остававшаяся без внимания, будет решена в два этапа. Срочный ремонт старых сооружений и запуск через год нового коллектора, который соединит Карбулак, Сунджу и Троицкое с современными очистными в Сундже. Власти надеются, что этот случай станет последним наследием старой системы недобросовестного строительства. Адам Гулоев, Хасан Юлоев, Магаз 24.